Уважаемые коллеги, дорогие мои друзья, завершается 2020 год. Это был, пожалуй, один из самых необычных и один из самых трудных годов за последние десятилетия. И этот год, наверное, оказал влияние на все человечество. Не только на компанию, не только на какую-то индустрию или страну. Все человечество так или иначе пострадало от пандемии, которая разразилась в этом году. Конечно же, это был сложный год, неожиданный год. Никто не ожидал, что все будет так, как случилось. И в первую очередь я хочу выразить благодарность всему нашему коллективу, каждому работнику, который у нас работает, за то, что проявили выдержку, стойкость, дисциплину и не поддались панике. Я должен сказать, что наше предприятие было одним из самых стойких и самых надежных предприятий во всем мире. Нам удалось избежать массового заражения в нашем коллективе, и самое главное, нам удалось сохранить здоровье тех, кто работал. Нам есть чем гордиться в этом году. Я скажу, что мы одни из немногих предприятий в индустрии, которым удалось удержать производство на запланированном уровне. Даже больше того, нам удалось некоторые функции, которые раньше выполнялись нашими субподрядчиками и которые не смогли из-за пандемии приехать к нам на сайты, нам удалось самостоятельно заменить ту работу, которую раньше для нас делали субподрядчики. Получается, что пандемия позволила нам мобилизовать свои усилия и даже чему-то научиться и улучшить свои функции, которых раньше мы не выполняли. Я с большой благодарностью хотел бы обратиться к сотрудникам Актугая и Бошиколя. На этих предприятиях нам пришлось ввести продленные вахты. Люди работали намного дольше, чем обычно, они очень подолгу не видели свои семьи, но отнеслись к этому с пониманием, так же, как и те люди, которым пришлось оставаться подолгу дома, и проявили дисциплину, и очень хорошо и слаженно работали на предприятии. Отдельные слова благодарности я выражаю тем, кто разрабатывал и воплощал алгоритмы и графики перевахтовок. В условиях неопределенности и транспортных ограничений, конечно же, это был огромный труд. И мы одна из немногих горнорудных компаний в Казахстане, да и во всем в мире, кто сумел сохранить непрерывность производства и сохранить рудники чистыми от заражений. Я уверен, что нам осталось потерпеть уже не так уж и много, и после того, как будет введена вакцинация, ситуация точно улучшится. Отдельные слова благодарности я хотел бы выразить работникам Востокцветмета. Конечно же, условия на этих предприятиях были совсем другие. Там невозможно было защититься с помощью карантина, потому что люди каждый день уходили домой и каждый день рисковали, что снова могут заразиться и прийти на работу. И очень трудно было контролировать фонд заражаемости. Я выражаю огромную благодарность всем работникам, которые проявляли твердую дисциплину, которые не паниковали и четко следовали разработанным правилам поведения и санитарным нормам. Также я выражаю благодарность менеджменту, которые организовали все эти процессы и которым удалось удержать намеченный план производства. Спасибо вам огромное. Отдельные слова благодарности я хотел бы высказать нашим работникам Бозымчака. Конечно же, кроме того, что на них обрушились проблемы из-за пандемии, кроме этого произошла очень сложная политическая обстановка, и этому предприятию пришлось пережить достаточно трудные времена. Я знаю, что на предприятие наведывались агрессивно настроенные люди несколько раз, и что даже из-за этих набегов революционеров, так называемых, пострадали наши сотрудники, которым я желаю скорейшего восстановления. Я уверен, что эта ситуация поправится в достаточно скором времени. Мы продолжаем поддерживать межправительственные контакты с руководством Республики Кыргызстан. Я нахожусь в регулярном контакте с руководством предприятия и уверен, что предприятие восстановит свою деятельность. К сожалению, мы были вынуждены остановить работу предприятия, потому что сохранность людей, здоровье людей для нас прежде всего. И мы решили остановить работу для того, чтобы не рисковать жизнью и здоровьем людей. И я очень благодарен всем людям за то, что они сохранили спокойствие, за то, что они продолжали работать до самого последнего момента, пока это было возможно. Также я хотел бы выразить слова благодарности работникам нашего корпоративного центра.
Я знаю, что уже второй месяц они работают в удаленном режиме. Понимаю, что это было непросто, и руководство было тоже достаточно сложно наладить, тем более в новых условиях, незнакомых для всех. Но тем не менее, нам удалось сохранить слаженную работу, и все люди продемонстрировали очень высокий профессионализм. Спасибо вам огромное. Также я благодарен нашей команде, которая занимается проектом на Чукотке. Достаточно трудные условия работы были только уже из-за того, что люди находятся в совершенно разных часовых поясах. Наш инженерный офис находится в Ванкувере, строительный офис находится на Чукотке, разница между ними 18 часов. Работают офисы в Москве, работают люди из Казахстана, в Европе. И, конечно, очень трудно стыковать вот эти разные часовые пояса. Но, тем не менее, проектный офис начал свою работу. Мы мобилизовали первые строительные бригады на сайте, начались работы по обустройству дорог, по строительству первого вахтового поселка, по строительству взлетно-посадочной полосы. И я скажу, что я очень горд, что я работаю в такой компании с такими людьми, которые демонстрируют такие высокие профессиональные качества. Конечно же, я уверен, что в таком коллективе, ребята, мы сумеем очень многого добиться. Я знаю, что если мы сумели такие показатели продемонстрировать в таких условиях, то в следующем году, когда все это уже придет в норму, когда пандемия будет побеждена, когда все последствия того, что происходили в этом году, останутся в прошлом, нас ждет только лучшее. И у нас очень много интересных задач впереди. Огромное количество интересных проектов, которые мы с вами вместе будем реализовывать. Я очень многое хотел бы вам рассказать на прямой линии, хотел бы ответить на ваши вопросы, но в связи с тем, что, как вы слышали, наверное, мы вместе с Владимиром Сергеевичем Кимом начали процесс делистинга с лондонской биржи. Для того, чтобы наши проекты были осуществлены, к сожалению, с теми требованиями, которые к нам сегодня предъявляются на рынке, нам очень сложно будет осуществлять высокорискованные проекты, такие как БАМК. В этой связи мы приняли решение выкупить иностранных инвесторов и зарегистрировать нашу компанию как частную. Сохранив все высокие стандарты корпоративного управления, все политики, которые на сегодняшний день действуют. Но в связи с тем, что этот процесс потребует нескольких месяцев, я все-таки решил сначала его завершить и после этого уже ответить на все ваши вопросы, которые будут после того, как мы будем понимать, что наша компания уже частная, по каким правилам мы будем жить, как мы дальше будем вместе с вами развиваться. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Также у нас огромная неопределенность в связи с внешней инфраструктурой на проекте БАМК. Я веду сейчас очень интенсивную работу вместе с правительством России, которые пообещали проинвестировать во внешнюю инфраструктуру около нескольких миллиардов долларов. И у нас тоже очень много открытых вопросов, которые я хотел бы сначала завершить и после этого тоже ответить на все ваши вопросы. А пока я желаю вам крепкого здоровья. В это время это, наверное, самое важное, самое первое, о чем можно думать и о чем можно говорить. Желаю, чтобы ваши семьи оставались здоровыми. Очень прошу вас соблюдать все меры предосторожности и все санитарные нормы и все требования, которые сегодня предъявляет к нам наше правительство, наше государство. Желаю вам благополучия. Обещаю вас, что компания никого не оставит в трудную минуту. И знаю, что следующий год для нас точно будет удачным, точно будет успешным. Желаю вам всем приятной встречи Нового года в кругу ваших любимых и родных людей. С наступающим Новым годом вас!